Родина, живи вечно. Могут ли герои плакать? Ночью накануне вылета подчиненные слышали, как их бесстрашный командир майор Акаев, который хладнокровно шел в любое воздушное сражение, плачет. Но не страх перед завтрашним боем был тому причиной. Эта причина стала ясна позже – депортация, о которой Даша Акаев уже знал. 1944 год. Трагическая страница в истории чеченского народа. 23 февраля страшная беда обрушилась на их дома с той стороны, откуда ее совсем не ждали. Эта беда не щадила никого, ни стариков, ни женщин, ни детей. Целый народ был обвинен в предательстве Родины и приговорен к выселению с родной земли в сухие казахстанские степи. Для оправдания депортации в ход было пущено испытанное оружие – клевета. Был создан миф о том, будто чеченцы не только поддержали в годы войны фашистскую Германию, но даже собирались преподнести Гитлеру белого скакуна под золотым седлом. Эта легенда, рожденная сталинской пропагандой, еще долго отравляла жизнь людей. Миф о поддержке фашистов опровергнуть очень легко. Дело в том, что на территории Чечен-Ингушетии никогда не ступала нога немецкого солдата. Продвижение фашистов было остановлено под Моздоком. Но на фронтах воинов-чеченцев стали лишать званий и наград. Их отправляли в тыл для разбирательства, откуда многие не возвращались. И один лишь вопрос мучил героев войны – почему? Кто виноват? Кто-то винил во всем государственную систему, кто-то считал, что это всего лишь нелепая трагическая ошибка. Но даже эта беда не смогла уничтожить ни чести, ни достоинства чеченцев. И подвиг Даши Акаева был ответом на все вопросы и сомнения. Он остался верен своей стране и воинскому долгу, как и остальные герои-чеченцы.